действительно была народная война. На фронт уходили сотни тысяч молодых людей. Великая Отечественная унесла 27 миллионов жизней. Ингуши наряду со всеми героически сражались за мирное небо и счастливое будущее для своих потомков. Забыть своих героев так же непростительно, как и свою историю. Ахмед Байсагов, Шервани Костоев, артиллерист Магомед Гирей-Зязиков, разведчик Абдулла Цароев. Сотни имен, которые навсегда будут в памяти людей. Их подвиг никогда не будет забыт. Они внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. 18-летним юношей на фронт ушел и последний защитник Брестской крепости Умет Гирей Барханоев, который погиб, мужественно защищая родину. Все добровольно вооружены. В числе защищавших Брестскую крепость был старший лейтенант Саварбек Плеев, орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды Отечественной войны первой степени, а также медаль за боевые заслуги. В годы войны наш земляк отличился смелостью, мужеством и преданностью своему Отечеству. Саварбек участвовал во многих решающих сражениях, в том числе и в Курской битве. Не считаясь ни с чем, наши дорогие друзья, не считаясь Погибли там все. Погибли. Одним из лучших сынов народа является первый летчик ингуш Рашид Бек Ахриев. После начала Великой Отечественной в составе летного отряда особого назначения он доставлял из Москвы в Ленинград продовольствие и боеприпасы. А в 1942-м при выполнении боевого задания его самолет попал под огонь вражеских орудий. Рашид Бек Ахриев стал кавалером звезды Героя посмертно. При защите Ленинграда героически оборвалась жизнь Руслана Гудантова, заместителя командира танкового батальона. Звание Героя ему также присвоили посмертно. Успешно выполнял поставленные командованием задачи еще один летчик-истребитель, младший лейтенант Мурат Аздоев. За время войны он совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. В январе 1944 года в ходе боевого вылета истребитель Аздоева был поврежден огнем зенитных орудий. Мурат Аздоев награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды Отечественной войны второй степени, а спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Российской Федерации. Присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Аздоеву Мурату Ахмедовичу. Один из лучших выпускников Московской военно-инженерной академии имени Куйбышева Ахмед Сутыков начал войну помощником начштаба саперного батальона. За успешные бои был награжден орденом Ленина, а в последующем был представлен к званию Героя Советского Союза. Несколько лет назад не стало еще одного героя войны Николая Гайтукиева. Его вдова Люба бережно хранит воспоминания о супруге. В сентябре 1942 года 19-летний Зиаудин ушел на фронт, служил связистом. Сталинградская битва, в которой он принял активное участие, была переломным моментом в ходе всей войны. Там он получил свою первую медаль. Когда народ радовался, я в госпитале находился. И вот это вот узнал от народа. Горело жаром от того, что сообщили, что Россия победителем была в этой войне. Поэтому мы болеем за свое будущее, за свое настоящее и будем болеть всегда. О героических подвигах наших солдат поколения узнают сегодня от живых свидетелей истории. 77-ю годовщину Великой Победы встретил Камбулат Гайсанов. В свои преклонные годы он помнит дни суровых 40-х, когда 6-летний мальчишка ушел на фронт, попал в партизанский отряд и принял участие в Малгобекской оборонительной операции. В сентябре 1942 года был ранен и контужен, но после полученных травм он смог вернуться в строй. Шрамы на теле до сих пор напоминают ветерану о тех событиях. Я кишгаш гуэм кульгиш. Ще малер гижаране не жёга ер хазяте хрил бабар ще лайер дух е вот бар операция и он там дороги там ханамажды. Принимает поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров, участник героической обороны Москвы, награжден медалью за отвагу.
Сложным был и боевой путь ветерана Багаудина Яндиева. Медаль за доблесть, за защиту Москвы не только на фронт, он также отправился совсем мальчишкой. Вот когда шло наступление фашистов на Россию, Москву надо было защищать. Все силы были направлены на то, чтобы защитить Москву. В том числе был и он, да, со своим отрядом. Кандидат медицинских наук Асия Тутаева, внучка легендарного Бунухоба Зоркина, известного генерала царской армии. Во время войны работала в госпитале. Машину, в которой она ехала, захватили немецкие части. В бою Асият была контужена, а впоследствии легендарную горянку казнили. Ее сестра Нина Тутаева, капитан медицинской службы, с 1941 года до конца войны лечила раненых в военно-санитарном поезде, имеет боевые награды. Похожая военная судьба была и у врача Тамары Албагачиевой. Еще одна героическая горянка Ляля Ужахова добровольно ушла служить в артиллерию. Сначала была наводчиком, а потом командиром орудия. Сейчас события Великой Отечественной войны остались в далеком прошлом, и тех, кто погиб на ее фронтах, уже не вернуть. Однако память об их подвиге продолжает жить и в наших сердцах, и в названиях улиц, мемориалов и памятников архитектуры любого населенного пункта нашей большой страны. Рина Сычоева, Хава Султыгова, Новости 24.